Белая лепнина, небесно-голубые портьеры, обновленный концертный зал в Ухтинской музыкальной школе номер 1 встречает гостей во всем своем великолепии. В рамках регионального проекта «Культурная среда» всего за 2 года, с 19 по 20, сюда были закуплены новые музыкальные инструменты, оборудование и мебель. В числе новинок рояль Михаил Глинка, пианино Николай Рубинштейн, а еще акустические гитары, театральные кресла, учебные материалы и интерактивная доска. Этого обновления здесь ждали уже давно. Музыкальная школа в Ухте была открыта еще в 1952 году, причем по инициативе пианиста и композитора, уроженца Венгрии Павла Вейса. За эти годы сотни выпускников стали профессиональными музыкантами. Работают как в родной Ухте, городах Коми и России, так и за пределами страны. Всего в школе 5 отделений, 30 преподавателей и 300 учеников. И ни одно значимое культурное событие в Ухте не обходится без их участия. А это уже вторая точка в программе визита – обновленный детский парк. Его реконструкция была проведена в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Коми и ПАО «Газпром». Освещение есть специально его зажгли, чтобы было видно, то есть она 2 уровней, и можно просто гулять в лесу. Вот эта часть, Владимир Ильич, вот это тихая зона, скажем так. Эта часть вот она насыщена всякими аттракционами. Формироваться детский парк начал в 1934 году, когда на карте еще не было города Ухта, а существовал лишь небольшой поселок Чебью. Долгое время это место отдыха считалось одним из лучших в стране. Но последние годы оно находилось в запустении. И сегодня, благодаря газовикам, парк обрел вторую жизнь. Отремонтированы не только пешеходные дорожки, появились отдельные для велосипедистов и роллеров. Это зона молодежная для велосипедистов, вот эта зона молодежная для велосипедистов, роллеров, скейтеров. 420 метров, односторонняя дорожка также для роллеров. А еще установлен невиданный ранее детский комплекс. Рассчитан он на максимальную загрузку. Произведен в Финляндии. Выдержит не одно поколение юных ухтинцев, как и карусели, качели, концертная и спортивные площадки, а еще канатный аттракцион, детский автодром и скейт-парк. Я от всей души благодарю сегодня весь «Газпром» и его ярких представителей, Александра Викторовича Говорунского, который возглавляет здесь представительство «Газпрома» в республике Коми. Потому что без этого партнерства, без этой товарищеской, дружеской плеча и руки, конечно, было бы сложно воссоздать то, что в свое время республика создала для людей. И я хочу сказать, что это еще не окончание, это еще такой расцвет, потому что еще дом детского творчества на выходе. А еще один скейт-парк, самый большой в республике, в этот день был открыт на набережной Газовиков. Здесь профессиональный праздник открыли 3-ю очередь. 1-ю и 2-ю построили еще в прошлом году по соглашению ПАО «Газпром» с правительством Республики Коми. Комплексный проект благоустройства был разработан по инициативе «Газпром Трансгаз Ухта». А после он удостоился и гранта всероссийского конкурса. Город получил финансирование на реализацию благоустройства 3-й очереди набережной. Прогулочное пространство вдоль реки Чебью увеличили на целых 780 метров. Было высажено более 4000 деревьев и кустарников, установлены лавочки и урны, фонари. Появился и новый арт-объект из серии деревянных юмористических фигур. В компанию медведя-хоккеиста и лося-лыжника влилась лиса на санях. Для занятий спортом были оборудованы баскетбольная площадка и скейт-парк. Последний занял площадь в 900 квадратных метров. И сегодня подобные объекты нужно строить и в других городах и районах Коми, убежден Владимир Уйба. Буквально 2 дня назад мы шли по Сыктывкару просто пешком. И ребятишки используют парапет памятника. Представляете, то есть у памятника парапет. И они на парапете на этом пытаются на досках кататься. Мы подошли и говорим: ребят, ну нельзя, памятник погибшим воинам. Они говорят: а где? Поэтому вот, понимаете, это не просто важно, это жизненно важно. В новом скейт-парке ухтинская молодежь сможет тренироваться в мастерстве исполнения трюков на скейтбордах, самокатах, велосипедах и роликах. Конфигурация позволяет проводить непрерывный тренировочный процесс, а траектории исполнять сразу серию трюков. Основной каскад фигур оформлен оборотной радиусной секцией. Помимо основной линии предусмотрена и дополнительная секция в виде мини-рампы, при этом соблюдены и меры безопасности. Высокие секции оснащены поручнями. Ну а рядом появилась специальная зона отдыха, где любители экстремальной езды смогут восстановить силы. Любовь Лапина, телеканал Юрган, Ухта.